праздник всех трудящихся. Мир, труд, май. Это очень важный день, это исторический день нашего народа и нашей Якутии. И такие деятели, как Платон Алексеевич Аюнский, Максим Кирович Аммосов, Исидор Никифорович Барахов, Степан Максимович Аржаков, Степан Васильевич Васильев, вложившие много сил и воли в создание Якутии, мечтали, чтобы наша Якутия была процветающей, чтобы наши жители получили все возможные блага. Даже если взять вот такую историю нашего исторического парка, появился здесь на совершенно пустой площадке, а сегодня мы бросаем взгляд вокруг, это новостройки, грандиозные изменения, и это вот как раз то, ради чего наши отцы-основатели в начале прошлого века делали все, чтобы создать такие условия для основания республики. Они вот как раз, их помыслы сегодня реализуются в жизнь. Нам всем процветания, успехов, чтобы мы верили в свою страну, в свою Якутию, и чтобы каждый из нас вносил свой вклад в развитие своей республики и своей страны. Была открыта выставка «Треугольники судьбы», которая включает в себя письма, оригиналы писем, написанные воинами с фронта, своим родным, близким, любимым. Ценность, конечно, это человеческие письма. Да, это вести с фронта, как они воюют. И при этом еще это и обоюдно. Есть, что отвечали, да, там, конечно, каждое письмо индивидуально, но там оттуда веет теплотой и любовью к своим родным и близким, тревогой. Конечно, там есть моменты, которые отражающие, да, вот, ожесточенность этой войны, боев и так далее. Но в основном, конечно, есть, старательно передают, значит, свою, да, ласку, любовь к своим родным. Очень приятно, что в таком формате проходит, да, и сейчас такой юбилейный год. Это для общения с молодежью, это очень патриотично, и мы очень рады приветствовать вас на этой выставке. Самое ценное, что их можно прочитать еще раз. В них видно почерк человека, в них чувствуется душа человека, можно представить, как он себе это писал. В электронном виде такие письма не пишут. Мы стараемся сейчас все делать коротко. А там человек писал, как будто бы он писал рассказ о своей жизни. И он в ответ хотел получить такой же рассказ о жизни своих близких, которые его ждали. Дедушка ушел в августе 41-го, пришел в декабре 45-го. Очень долго его ждали. И, конечно, он всей душой стремился к своим родным и близким. При этом он писал, что мы все правильно делаем, мы справедливы. Он наставлял детей правильно учиться, читать книги. Вот воспитание это отцовское в этих письмах было. А сейчас, конечно, да, у нас только короткую информацию мы передаем, и все. А в каждой строчке такой вот для меня, да, прослеживался и патриотизм к родине, да, то есть с первых дней было вот указано на то, что мы все равно победим, все равно победа будет за нами, да, это вот
одна вот такая линия писем. А вторая линия, это получается вот это общение с родными, допустим, с женой. И дедушка даже вот природу описывал, как писатели тогда описывают, да, понимаете, тоже в каждой строчке вот такая душевность прослеживалась. Ну, просто это вот читаешь, и когда читаешь вот живую эти письма, ну, слезы просто градом бегут, потому что это настолько душевно, настолько это близко. Ну, зная этого человека, это вот очень близко твоему сердцу, твоей душе. Исторический парк «Россия. Моя история» представляет мультимедийную экспозицию «Романовы». «300 лет правления Романовых. Воцарение новой династии. Смута. Церковный раскол. Бунты 17 века. Развитие культуры и образования. Вхождение Якутии в состав России. Здесь вы узнаете, почему именем Петра была названа целая эпоха. Эпоха наполеоновских войн. Отечественная война 1812 года. Информация у нас представлена в увлекательной и интерактивной форме. В данной экспозиции также присутствует региональный контент, посвященный истории Якутии. Это и многое другое вы можете узнать, посетив нашу экспозицию. Ждем вас в историческом парке. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровал. Вместе с вами разделяем радость пасхальной молитвы, радость о воскресшем Христе. И в этот особый день передаю вам благословение, приветствие и слова благодарности от архиепископа Якутского и Ленского Романа. Хочу всех вас поблагодарить за ваш труд. Не только для горожан Якутии как водоканала, но и за вашу помощь строящемуся храму в честь всех святых в аэропорту, потому что большой вклад ваши труды, ваши сотрудники внесли для того, чтобы этот храм был и чтобы этот храм действовал. Я каждого из вас приглашаю 9 мая в 11 часов на великое освящение Всесвятского храма, храма-памятника в честь воинов-якутян, на поле брани жизнь свою за веру Отечества положивших. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровал. Господи, на многое и благая лето, многое лето, многое лето. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровал. Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровал.
Сегодня, в честь великого праздника Пасхи, в нашей часовне прошел обряд водоосвящения. Всех коллег от всей души поздравляю с великим праздником Пасхи. Христос воскрес! Христос воскресе! Здравствуйте, с вами журналист Олег Желнин. Сегодня у нас в гостях волонтер Победы Мария Егоровна Емельянова. Вот волонтерство для вас это уже жизнь. Наша организация общественная. Мы работаем по своей доброй воле. Комитет солдатских матерей республики. Со времен Чечни я начала свою работу. У нас есть офис, площадь Ленина 30, за Лениным, 418 кабинет. Очень многие приходят. 4-й этаж. Мы находимся под патронатом Министерства молодежи. Суть комитета солдатских матерей, вот суть ее работы практически не поменялась со времен Чеченской войны. Только ваш опыт, да, специальная военная операция. Суть работы, наверное, не поменялась. Не поменялось. То, что было, и сейчас есть. Но опыт у нас очень большой. В будущем году, в 26-м году, нашему комитету исполняется 35 лет работы. И вот за эти годы мы знакомились со всеми командирами войсковых частей, армии. Как это связана ваша работа с волонтерством Победы? Вот. Это патриот. Мы ездим по войсковым частям и проводим наш национальный праздник. С началом специальной военной операции больше стало забот. Очень много обращений от родителей. Ребята очень много пишут оттуда. Кто сильно ранен, просит приехать, помочь. И когда я приезжаю, вот очень много ребят воюют, которые воевали в Чечне. Очень много ребят, которые я лично знакома, да. Они говорят: Мария Егоровна, вот вы приехали, у нас дух поднялся, дух. Вот увидели своего родного человека. Война, к сожалению, продолжается, но она уже продолжается как победоносная. Да. Я так считаю. Да, мы ждем победу, потому что военные говорили. Я их спрашивала, когда закончится, да? Они говорили: Егоровна, как мы возьмем Одессу, все, победа будет. Ну, к этому идет. Я надеюсь, что Одесса будет наша, и победа будет тоже наша. Я присоединяюсь к наставлениям Марии Егоровны. С вами был Олег Желнин. До скорых встреч.